музейно-этнографическим комплексом под открытым небом. Здесь бережно сохраняют песенные, фольклорные, обрядовые традиции, народные промыслы и ремесла. Вот уже более 30 лет сюда едут гости со всех уголков нашей необъятной России, а также из Финляндии, Венгрии, Эстонии и других стран. Итак, дорогие друзья, своим творчеством вас порадуют народные таланты Старошайковского муниципального района. Поприветствуем гостей и земляков Старошайковского района. Вице-президент Всероссийской Федерации легкой атлетики Михаил Леонидович Храмов. Заместитель Министерства культуры и туризма Республики Мордовия Николай Леонидович Храмов. Итак, встречаем Старошайковский район. Старошайковский муниципальный район для торжественной встречи Года литературы построен. Самое время почитать. Доклад. За истекающий год сделано немало. Книги читаются. Газеты читаются. Названия улиц перечитываются. С выражением. Новая, молодежная, овражная, больничная, победы вместе. Новая, молодежная, овражная, больничная, победы. Ой, ну ладно. Всего 20 наименований. Вот. А то, что на заборах написано, вообще наизусть учим. Ты чего говоришь опять, а? Вот ты что на заборах? Что ты начинаешь? Что ты начинаешь? На Старошайковских заборах в год литературы все по-новому. Исключительно стихи и коты ученые бродят. И вообще, у нас все по-новому. 2015 год. В Старом Шайкове появились новошайковские бабки. Все новое, вот все совсем новое. У нас мебель и та новая. А не новые шкафы мы на улице вынесли и библиотеки сделали. Догадайтесь, какие? Уличные! Вот правильно. Одним словом,
по улицам Старошайговского района полным ходом шагает год литературы! Да, вот так вот и шагает год литературы. Вот только с какой стороны он придет, непонятно. Вот ты вот что опять говоришь, а? Вот сколько сторон ты знаешь, вот как, с какой стороны он придет? Ну, сколько знаю. Где не пролазну, оттуда и не придет. Да мы сами к нему придем. Точнее, вот, пришли уже. В общем, больше ничего не говорим. Все на экране читайте. Все-таки год литературы. Морода. Луга, зеленая луга, луга текучая, соседи бежали на войне. Сидели на войне.
брат, Сува. Шум, брат. Шум, брат, Данила, шум, брат. Суван, Йотан, Кадасан. Молан мерген варч сайне шабране. Кода элехт, айшихт, месен дихт. Вай, Данила, а Максима в ней викутся. Аш, Данила, ах, морят? Максим Пирфили, стебать. Сейчас сувай. Ну пара. А монтени вавасın бельня цельзы Максен шовам. Катите не шовазын. Каса бельня анат, ваны, клад шувазен. Лац. Сон деден шовай велесен аш. Пара, очень не конди стих. Пара. Вай, Данила, да мершава стяжкова вардян. Ванакаски миссин демайте не махтат за шабать. Кунашкова сына. Варде лодкой. Ах, Эльге маканей. Ах, Эльге сураней. Да миссин датти не. Лодка маканей, лодка. Простя макшкашка баваске не вахны нингса. Эх, Эльге сураней. Шеттунга севу малеттелецен Марта. Марса и калмавальт. Ну, жашите. Лодка к мака не лодка. Баба твоя стракс, как моль селеге тарагазе, поланя да усказе.
Ах, пек парлемсь, павась, павась, куданявась. литературы все привычное литературным становится. Вот даже ругаться и по-обычному-то не получается. Так тянет меня вот на ямб Аль-Харей. Вот я вас просила, вся на нервах, назад еще 4 дня, хоть каплю совести храня, отдайте, сволочь, 200 евро, что занимали у меня. Отвечаю, какое недоразумение, передо мной явилась ты. В связи с твоим же появлением завяли в зале все цветы. Я сейчас отвечу. Я сейчас Что отвечай? Ты лучше скажи, зачем мы на сцену вышли? Так с нам дело зачем? Стулья поставить. Ну, поставили. А вот и поставлю. Стулья. Вот, все. А тебя сейчас вообще стихи читать заставлю. Что читать ты? Поэзию. Чтоб как у Пушкина было. Ну-ка давай сочиняй. Чтоб как у Пушкина? А вот запросто. Уже сочинила. У лукоморья дуб зеленый. Есть интернет на дубе том. Там виснет Васьки кот ученый, отбросив песни на потом. Там на неведомых дорожках отлично ловит мегафон. Там в бочке с медом старый мельник по морю мчится, как Гвидон. Царевна СМС всем пишет, а серый волк свой плеер ищет. Там царь Кошей на сайте чахнет. Там чудный дух, там Ролтон пахнет. Пойдем, Шуря, в привал. Какой Ролтон, что несешь? Какой Ролтон?
нормально. На большом экране будет нормально. Здесь не видать, у меня в глазах расплывается. Возьми, поснимай, если понадобится. Вот так лучше. Я пока что? Вам с вами придется запись собирать. Она по 10 минут. Все. Спасибо. Манят с облака, не вершины горные, по душе нам лишь река, берега узорные. Ты пойми, любовь моя, мы с тобой две лодочки, справа ты, а слева я, сердце посередочке, справа ты, а слева я, сердце посередочке. Ой, недаром говорят, что я ночь английскую, ура!
под солнышком кругу, это очень здорово. Ты пойми, любовь моя, мы с тобой две лодочки, справа ты, а слева я, сердце посередочке, справа ты, а слева я, сердце посередочке. Слащи нет, милый мой, на заваленке бабушки
Как жаль, что мы с тобой не расставались, не радовались и не огорчались, не торопились вечером домой. Как жаль, что мы не встретились с тобой. Ты никогда мне не дарил цветов, не говорил хмельных, счастливых слов. Ни осенью, ни летом, ни зимой. Как жаль, что мы не встретились с тобой. Ты одиночество мое не закрывал, не позвонил ни разу и не написал, когда ты только знал, любимый мой. Как жаль, что мы не встретились с тобой. Ты моим именем не называл планет, из наших окон не струился свет, и ночь казалась сотни лет длиной. Как жаль, что мы не встретились с тобой. И ночь казалась сотни лет длиной. Как жаль, что мы не встретились с тобой. Как жаль, что мы с тобой не расставались, не радовались и не огорчались, не торопились вечером домой. Как жаль, что мы не встретились с тобой.
Тук-тук-тук! Тук-тук-тук! Алло! Матрон! Это я! А чё это ты с чемоданом тащишься? Ой, устал. Пенсию ходила получать. Опять что ли прибавили? Ой, и не говори, Матрён, прибавляют и прибавляют, прибавляют и прибавляют. Ой, чего же они Ироды с нами делают, проклятые-то? Слушай, Матрён, а может я тебе половину отсыплю? Чур меня, ты что? Отсыплю. Я сама вчера в собе сходила, пособие за 3 дня получила, Бентли себе взяла. Ой, и зачем она тебе такая развалюха? Развалюха, не развалюха, а картошку на рынок возить пойдет. Ой, Матрён, а мне недавно с райсобеса прислали Мерседес. Какая? Большущий, вместительный, аж 8 мешков картошки влазит. И все китайские. Ой, Матрёна, да ты что? Ты зачем чихаешь? Ой, да что ж, теперь чахнуть что ли нельзя? Нельзя, Матрёна. Я вот недавно иду по улице, никого не вижу, никого не знаю. Как чихну. Тут же скорая приехала, тут же и давай меня грузить, и давай на Мальдивы увезли. 2 недели бесплатно, все включено. Ой, чего твои Мальдивы-то? Мне вон путевку чай в Куршавель дали. Да ты что? Да. Ой, на турбазу, что ли? Да, Клавка на турбазу. Да я ведь главное дело говорю-то. Да на кой мне ваш Куршавель? Я на кого скотину-то оставлю? Ну ничего, Клавка, с собой взяла. Корову я там на лыж поставила, а сама с курами на сноуборде каталась. Да. Тьфу. А чё плюешься-то? Не понравилось, что ли? Ой, Клавка понравилась, а только скотин больно балована после этого Куршавеля пошла. Да ты что? Да. Корова-то, пока на лыжи не встанет, хрен она тебе молока даст. Да. А петух, он вообще оборзел. По утрам вместо кукареку кричит: Куршавель, главное дело, шепелявит так, зараза. Да. Ой, Матрёна, а я недавно ходила к зубному. Ой, чё? Пломбу вставили. Ну-ка, дай-ка поглядеть. Аба, алмазно, что ли? Ага, Сколько каратов-то? 400. Эх, И в придачу дали мне, чего дали? подумай чего. Бонус, что ли, какой? Бонус. Ну-ка, покажи бонус свой Сейчас. похожий. В чего дали? Погляжу-ка, я погляжу. А, мамонька! А, батюшки мои, это откуда же на таком ровном месте? Да где такие килиманджаро-то выросли-то, а? А, ба. Всем пенсионерам положено. Да ты че? Гляди, это я, пожалуй, тоже к терапевту запишусь. Сходи, а то бонусы-то заканчиваются. О, потороплюсь. Клавка. Матрёна, а недавно с администрации мне дали квартиру. Ну-ка. Большую, неудобную. И я в ней по навигатору перемещаюсь. Это как так? А вот так ночью забиваю туалет. И чего же пошла. 200 метров прошла, а он мне говорит: поверните направо. Чего же?
и еще ни разу не дошла. Чего твоя квартира? Мне чек от администрации дачу дали. Ой, На Майами. так далеко. Да, Клавка, далеко. Ага. Да я ведь в ней ты не живу. Вот Да что, да. Я ее одной здешней семье сдаю. Ой, Клавка, мужа-то Бредом зовут. Бредом? Да, бред какой-то. Ага. Да. А жену-то егоную Анжелиной кличут. Худющ, зараза. Не доедает, наверное. Да с их зарплатой понятно, не разгуляйся. Ой, Клавка, а детишек у них 7 человек аж. Да. Да, все черненькие. Ни один на него не похож. А он как дурак ходит улыбаться. Ой, чего тебе? Матерён, слушай-ка, а какой сегодня курс? Да какой? Да как обычно, $35 за копейку. Да ты что? Да. Ой, Матрён, слушай-ка, Матрён, давай моей самогоночки выпьем. А с чего гонишь-то? С трюфелей, С Франции, что ли? с Парижу. А с какого берегу? Слева или справа? Ой, обижаешь, Матрён, ну, конечно, с левого. Ой, ну тогда давай, наливай. Клавка, а за что пить-то будем с тобой, а? Ой, Матрён, а давай знаешь, за что выпьем? За здоровье. Ой, чего удумала за здоровье пить? Да куда же нам столько здоровья-то? У нас вот весь Израиль с Германией лечится. Здоровье. Не, здоровье не надо. Ой, ну давай тогда выпьем, чтоб деньги водились. Ой, чего удумала, деньги? Куда девать денег столько? Вон Зоя Никитична пенсию получил, Франции долг $3 миллиарда. Нет, за деньги нет, не будем пить. Ну давай тогда выпьем за любовь. Ой, чего удумал, любовь? Какая любовь? Да, Клавка, нынче вон мужики до 120 лет живут, до 115 пристают. Да ты чё? А ты за любовь? Нет, за любовь пить не будем. Вот мы дожили, и выпить-то не за что. Документы, значит. А теперь, по следам районных публикаций прессы. Так, в селе Старая Федоровка была организована уличная библиотека. Это центр села. Было интересно наблюдать, как взрослые и дети подходят и листают книги и журналы. Некоторые читатели заходили в библиотеку и просили разрешения взять книгу почитать. Единственное условие для них, о котором я вот только что сказала, Так, я это... почитаю. Да, я почитаю, да, Я почитаю. сам- Я принесла, я почитаю, да? Что сделала? Прям нужный кусок оторвала. Большой ломать-то уместите. Теперь что ж делать-то? Не переживай, не переживай. Сейчас все подставим. Вот так. Так? Вроде подходит. Ага, единственное условие для них, о котором я сказала, Так, до окончания года что-то не то. увеличить удои. Нет, Нет, точно, нет, вот нет, это подожди, что-то. вот Так, ну, стой. Ага. Так, Ладно. вот так. Вот так. Вот, Так. подожди. Вот так, наверное. Ага. Условие для них, о котором я сказала, в отделе полиции молодой человек пояснил, что хотел сдать автомобиль на металлолом, а на вырученные денежные средства купить Не билет. той, так, не той. Так. Стой, вот. Вот, сейчас нашла. Ага. Для них, о котором я сказала, футболист не прокидывает мяч себе на ход, а наносит удар по воротам, и уже потом происходит что-то... Ты глаза-то разуй. Вон на экране написано: после прочтения вернуть книгу назад или принести другую. Опять ты все вот не смотришь. А что я не смотрю, что не смотрю? Да это потому что ты не смотришь, там написано, ты опять свою газету. Маленький котик, тепленький животик, спи
а действительность калечит. Жаль, что не вернуть назад наши с тобой мечты. В вазе на столе цветы и твоих волос аромат тоже не вернуть назад. Голубые облака нас качали на руках. И последнее прости, я тебе сказал, лети. Я тебя рисую, летом я тебя зову. Ну где ты? Слезы от дождя, с рассветом слезы по щекам стучат. Милая моя, не иначе, где-то ты сидишь и плачешь, где-то ты грустишь. И значит, ангелы нас простят. Сбудутся все мечты, в вазе на столе цветы и твоих волос аромат. Все с тобой вернем назад. Голубые облака нас качали на руках. И ты не говорила прости, а я не говорил лети. Сбудутся все мечты, в вазе на столе цветы и твоих волос аромат. Все с тобой вернем назад. Голубые облака нас качали на руках. И ты не говорила прости, а я не говорил лети. Ты не говорила прости, а я не говорил лети. Ты не говорила прости, а я не говорил лети. Спасибо. Я так понимаю, ты танцуешь, да? Да. Слава богу. Я-то думал, тебя опять током шандарахнуло. А одно другому не мешает, как говорят хорошие танцоры. Ты поди что и танцевать-то любишь, да? Да, очень. Что ж тогда не научишься-то, а? Ну, Ты бы вот не критиковала, а посоветовала, как лучше. Ой, танцуй так, как будто никто не видит. Ну и желательно там, где никто не видит. О, вон же Коля сидит, танцует. А сама как танцуешь? Я-то танцую, пою стихи, пишу романы, особенно в год литературы. Вот сегодня. Ча плетешь, какие романы. Плету корзинки, крючком вяжу, вышиваю еще, там, слесарем. Ты хоть знаешь, что такое настоящий танец? Танец? Танец – это искусство. Отдергивать свою ногу раньше, чем на нее наступит партнер. Ну, по крайней мере, так у нас в Старошайковской газете «Трудовая правда» написано. Да, я там вчера тоже про танец прочитала. Заметку историческую. Про шайковский танец-то? Да. В старину в одной семье было 20 детей. И только один ночной горшок. Так появился танец чечетка. Я думал, это европейский танец вроде бы, нет? Ну, совсем ты в танцах ничего не понимаешь. Европейские совсем другие. Чем-то нет. Европейские-то от шайговских отличаются-то. Ну-ка поясни. В Европе медленные танцы часто заканчиваются постелью. В Шайгове медленные танцы переходят в быстрый в пляску, а пляска в дебош. А я знаешь, я вот так обожаю медленные танцы. Вот прям во время танца кавалер как прижмет к себе, ой, прям чувствую себя в раю. А я как в автобусе. Нет, по мне, так лучше индийских танцев нет. А давай тебя научу. Научить индийским танцам-то давай. Смотри, Ты научишь индийским танцам? Все очень просто. Покажи. Одной рукой лампочку вкручиваешь, вкручивай лампочку, а другой собаку гладишь. Так, вот, хорошо. Давай. И вокруг себя пошла, давай. Веселей. Вот.
Ундик сказали, самое время для песен и танцев. Встречайте, друзья, господа. Мчит меня поезд по русской земле, ветер порывистый с запахом ягод. В полдень лизнойный, вечерней ли мгле, хмарь облаков, цвет полей и овраги. Еду я день, еду два, еду три. Мама моя, ни конца и ни края. Что там тоска? Говори, говори, ветер порывистый. Ширь-то какая! Дым перелесков, деревни, поля, а на стоянках старушки с картошкой. Здравствуй, о, здравствуй, родная земля! Горе мое, ты развей хоть немножко. Горе мое, не горшок на колу не разобьешь, и молчу я угрюмый. Сквозь облаков ярко-белую мглу тихо уносят тяжелые думы. Слышу далекое ржанье коней, топот табунный в зловещем тумане, скачут на Русь мою бесы степей. Кза и Кончак, половецкие ханы, ночь опустилась над русской землей. Крики гортанные, крики чужие всю затопили ее темнотой. Тучи татар и монголов Батыя. О, эти страшные черные дни долгих черных столетий, мрачные, как обгорелые пни, там, где был лес на веселом рассвете. Думы и думы до ахов летут, видятся снова чужие знамена, лес треуголок, французы идут, войско несметное Наполеона. С кем же, земля, мне говорить? Только с тобою, и только с тобою,
Чем же обиды мои залечить? Только твоею, тяжелой судьбою. Сколько их было, нашествий, тревог! Вижу, опять горизонт задымился, ломятся тысячи фашистских сапог. Я ж еще только на свет появился, не воевал, еще маленький был, но сквозь мученья, сквозь голод, страдания 20 почти миллионов могил нынче кричат мне вокликом молчания. Здравствуй, о здравствуй, родная земля! Как было тяжко тебе, но жива ты! Ягодный ветер колышет поля. Вон, на лугу праздник пестрого стада. Что мое горе в сравнении с твоим? Больно, конечно, и боль, как заноза. Знаешь, родная, давай помолчим. Вот как о жизни стучат нам колеса. С поезда прыгну на полном ходу. Эй, вы поля, луговые просторы! Вот косари, вон стаган на виду. Слышатся песни далекого хора. Голос Кукушкин в лесной стороне. Вольно летит самолет в поднебесье. И просветленно, и властно во мне с самых глубин пробуждается песня. Для меня нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взор напрасно, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, а я повторяю вновь и вновь: не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, любовь. Если пристально ты взглянула, и улыбка на миг мелькнула, но в глазах твоих лед и стужа, и тебе я совсем не нужен. Но в глазах твоих лед и стужа,
день настанет, и в глазах твоих лед растает, летним зноем вдруг станет стужа, и пойму, что тебе я нужен. Летним зноем вдруг станет стужа, и пойму,
почетные концерты Торбеевск